Сегодня искусственный интеллект способствует созданию новых уникальных рабочих мест, повышению качества жизни и даже сохранению культурного наследия, отметил Акылбек Джапаров на лекции по развитию искусственного интеллекта. Глава Кабмина привел в пример проект Акылай, который демонстрирует, что искусственный интеллект может быть не только функциональным, но и символом возрождения языка и традиций. Однако искусственный интеллект – это не только возможности, но и ответственность. Сегодня мы уделяем особое внимание защите данных граждан, прозрачности алгоритмов и минимизации рисков. Эти принципы лежат в основе национальной стратегии, которая направлена на то, чтобы технологии работали на благо каждого кыргызстанца, сказал Акылбек Джапаров. В мире уже становится очевидным, что страны, способные внедрять искусственный интеллект с учетом национальных особенностей, становятся лидерами будущего. И Кыргызстан может быть одним из таких лидеров. Как показывает отчет McKinsey, к 2030 году искусственный интеллект может добавить до 20 триллионов долларов к мировому ВВП. Наше участие в этой гонке означает не только стремление к экономическому росту, но и создание новой модели, основанной на сотрудничествах и инновациях. Нами принимаются активные меры по решению данного вопроса. К примеру, мы в этом учебном году увеличили квоту бюджетных мест от 500 до 4000 по IT-специалистам. Ежегодно мы будем наращивать этот госзаказ. Это мало, конечно, по сравнению с показателями таких ведущих стран и больших стран, как США и Индия, где количество айтишников сегодня исчисляется миллионом. Если верить данным, в США это 4 миллиона, в Индии 3 миллиона человек занимаются в этой сфере. Мы верим, что не только из Сколково будут приезжать к нам лекторы, но и наши ученые поедут в Сколково и в другие города России делиться опытом.